Приветствую, друзья! На украинском фронте не утихают бои, и самые ожесточенные из них идут в городе Артемовск и в округе города Артемовск. Сегодня натовские войска в срочном порядке были вынуждены туда, под Артемовск, перебрасывать части с запорожского направления и херсонского направления, которые уже сегодня прибыли туда на место. Но в сеть продолжают поступать различные фото-доказательства того, что сейчас в Артемовске просто в сумасшедших масштабах идет утилизация натовской различной военной техники. И вот это, например, различные там итальянские модные бронемашины и так далее. Также мы видим уже фотоподтверждение того, что там под Артемовском начинают сдаваться целые подразделения. Это сказывается то, что различные подразделения территориальной обороны без какой-либо подготовки и обучения сейчас в Артемовске просто кидают в бой, потому что нужно людьми как-то вот затыкать дыры. С учетом того, что заграничных наемников в Артемовске уже полегло достаточно много, то естественно, их коллеги из других стран также не горят желания там, собственно, потерять жизнь. Поэтому мы видим, что заграничные наемники под любыми предлогами стараются избежать поездки в Артемовск. В общем, у заграничных наемников натовских там есть выбор, а у вооруженных сил Зеленского нету. Поэтому обычных солдат ВСУ забрасывают туда, конечно, в самое пекло. Параллельно с этим мы видим, как в городе Херсоне расквартировывают различных натовских бойцов, и туда начинает регулярно прилетать. Вот, например, очередной прилет по зданию городской администрации, и достаточно разрушительный, судя по фотографиям. Город Херсон, как известно, находится в зоне поражения российских артиллерийских систем, ракетных систем, и поэтому, как только в какой-то либо из домов начинают заселять военных Зеленского или различных заграничных наемников, то об этом, я так полагаю, местные жители регулярно сообщают, и туда сразу прилетает что-то очень тяжелое и взрывоопасное. Поэтому еще раз напоминаю, что во все дома, куда селятся войска Зеленского, будь то Херсон, будь то Киев, Одесса, там, или Днепропетровск, или Запорожье, или Николаев, в каждый этот дом может прилететь либо ракета, либо еще что-нибудь взрывоопасное. Поэтому важно понимать, что если в доме живут различные натовские военные, то это законная военная цель. Из такого дома лучше всегда переселиться. НАСА тем временем публикует фотографии Украины без света, и вот на этих кадрах это хорошо видно. Можно сказать, что во всем полуострове Крым больше сейчас электроэнергии, нежели на всей территории подконтрольной НАТО в Украине. Также сегодня ночью украинские энергообъекты подверглись атаке гераней, которых еще называют адскими мопедами. И судя по данным фотографиям, атака эта была очень и очень успешна, особенно под Киевом. Стоит напомнить, что любой мощный трансформатор — это в первую очередь очень большое количество масла. И как только туда попадает что-то типа герани-2, то остановить пожар уже практически невозможно, пока он не выгорит дотла, несмотря на то, что приезжают пожарники. И мы это наблюдаем конкретно в Киеве. В общем, на основании того, что герани продолжают прилетать, и Зеленский, и заграничная разведка через украинскую прокладку уже озвучила, что все-таки Иран поставил в Россию дополнительную партию дронов камикадзе. Примечательно, что натовское ПВО регулярно пытается сбить дроны камикадзе, и поэтому используют вот такие вот супердорогостоящие американские ракеты по вот этим иранским дешевым дронам. И киевляне зачастую путают осколки от этих ракет в Киеве с осколками вот этих дронов Герань-2. Мы видим, что в натовской ПВО ракет Бук и С-300 осталось очень и очень мало, и они уже летают на уничтожение Герани крайне редко. Ну и это очень хорошо для киевлян, потому что обычно и ракеты от Бука, и С-300 могли попадать в жилые дома, когда теряют цель. Тем не менее, нужно отметить, что если все-таки поставят ЗРК Патриот в скором времени, скорее всего это будет через несколько месяцев, то непонятно, как будут себя вести ракеты от ЗРК Патриот. И для киевлян и жителей других городов Украины крайне будет также опасная ситуация, с учетом того, что ракета Патриот, она несет примерно вот одинаковую боевую часть, как С-300. Если ракеты Патриот начнут попадать по жилым домам, то это будет очень серьезная история и опасная. Стоит также отметить, что и дроны Герань-2 немножко модифицируют. И вот мы видим уже относительно новые
двигатель, который используется на Геране. Это уже не стандартный двигатель, который используется на Шахид-136, а уже на Шахид-131. Больше такие двигатели используются, и вот они выглядят примерно вот так. Друзья, напоминаю, больше информации по этому поводу у меня есть в Телеграме, потому что здесь на Ютубе есть масса ограничений, а вот в Телеграме их нет. Поэтому все самое интересное у меня всегда в Телеграм. Ссылка на мой Телеграм-канал в описании, первым комментарием под видео. Кому интересно, переходите, смотрите, подписывайтесь. Мой Телеграм-канал выглядит вот так. Сейчас много клонов делают, и важно, чтобы вы нашли точно мой Телеграм-канал. Ну а тем временем мы видим, что в Энергоатоме заявили о том, что дрон Камикадзе Герань-2 пролетал рядом возле южноукраинской атомной электростанции. И это подается с точки зрения того, что это очень серьезная опасность, даже чтобы рядом дроны Камикадзе летали возле атомных электростанций. Конечно, этот посыл нацелен больше на западную прессу, которая вдруг его по удивительной случайности подхватила. Получается, если просто рядом возле АЭС летит дрон Камикадзе, то это уже суперопасность. А когда по Запорожской атомной электростанции натовские войска ведут просто прямой наводкой артиллерийский огонь, то это получается нормально. И это западная пресса просто в упор не замечает. Тем не менее, на фоне массовых отключений света в Украине также там проявляются и достаточно смешные и курьезные истории. Вот, например, в Тернополе многие жители жаловались на то, что вот смотрите, у нас в районе света нету, а вот есть один дом, в котором, собственно, свет есть. И вот жаловались, и вот в конечном итоге власть решили, что лучше все-таки всех отключить. И сейчас, собственно, дом, в котором был свет, также отключен, и все сидят без света. Во Львове, кстати, также заявляют, что дефицит составляет примерно 50%, и одновременно можно запитывать только в лучшем случае половину потребителей. А ведь, как известно, и Львов, и Тернополь, они находятся прямо рядом возле Евросоюза. И если бы все-таки Евросоюз не жлобился и выделил бы все-таки электроэнергию, чтобы эти запитать города, то у них была бы совершенно другая ситуация. А так мы видим много заявлений о том, что Евросоюз может поставлять электроэнергию в Украину, но почему-то не поставляет. Вот такая вот история. И здесь можно порекомендовать разве что жителям Западной Украины выйти на улицы и под кричалки «Кто не скачет, то и москаль» требовать от Евросоюза электроэнергию. Ну и от Зеленского, конечно. И правда, вот что вот с Зеленским, я думаю, что не сложится, потому что все его требования сводятся именно к оружию. А вот за электроэнергию почему-то он особо не говорит. Скорее всего, потому что у него никаких проблем с электроэнергией просто нет. Тем не менее, если сравнить проблемы жителей Западной Украины с проблемами, например, Демидова, это города в Киевской области, то действительно это все у них там на Западной Украине детский лепет на лужайке, потому что там, как известно, когда начиналась история с боевыми действиями, то в Демидов зашли российские войска. Ну и, конечно же, этот Демидов взяли, да и затопили на радостях вооруженные силы натовских стран. И сейчас, собственно, вода оттуда никуда не уходит. Людям, конечно, обещали, что дома будут восстанавливать, что там будут что-то делать, какие-то плотины городить. Но по факту мы видим, что жителей просто оставили один на один со своей проблемой. И они сейчас живут просто по колено в воде в прямом смысле слова. Там уже, как говорится, давно организовали передвижение по улицам на лодках. И я думаю, что Зеленский отметит в одном из своих выступлений, что в Украине наконец-то сформировалась своя Венеция в Демидове. И вот таким вот образом с юмором подойдет к реальному горю людей. Потому что их в упор никто не слышит. И обращать внимание на их проблемы вот даже никто даже и не планирует в офисе Зеленского. Зато вот вчера в Одессе евреям разрешили праздновать Хануку. Я, безусловно, рад за евреев, которые хорошенько провели время, хорошенько отпраздновали и так далее. Если бы не одно «но», потому что мы видели, что вот, например, 9 мая, чтобы одесситы не праздновали 9 мая, им просто сделали двухдневный на 9 и 10 мая просто комендантский час и просто запрещали людям выходить на улицу, чтобы они не праздновали. И получается странная история, когда евреи приехали в Умань там праздновать свои там праздники, то им без проблем все разрешили и они себе праздновали. Мы видим, что в Одессе им без проблем разрешили праздновать там и Хануку и так далее. Но если это касается народа Украины, если это касается Дня Победы,
то почему-то мы видим, что режим Зеленского просто тотально запрещает, вводит комендантские часы и просто вот под страхом смерти даже вот организаторов начинает преследовать различных празднеств. Это, я думаю, что, мягко говоря, абсолютно ненормальная история, которая очень хорошо характеризует суть нынешнего режима пронатовского в Украине. В общем, для ликвидации всех этих несправедливостей мы видим, что в Беларуси сейчас очень серьезно идет подготовка. И Шойгу заявил о том, что в режиме нон-стоп сейчас там проходят учения группировки войск, боевое слаживание и так далее российско-белорусской штурмовой группы. Туда также сегодня прилетел в Беларусь и Путин, и Лавров, и обсуждать с Лукашенко явно не будут ни новогодние праздники, ни Рождество, а более предметные истории. Западная пресса по этому поводу уже написала, что такие визиты – это явная подготовка к новому этапу боевых действий. Скорее всего, мы его увидим в ближайший месяц. Тем не менее, это не все позитивные новости на сегодня, потому что мы видим, что в Центральной Африканской Республике вчера ночью взял, да и загорелся сразу с нескольких мест комплекс зданий миссии Евросоюза в ЦАР и выгорел весь дотла. Как известно, в этой стране ЧВК Вагнера недавно выгнала французов, и они очень серьезно мстят, естественно, всем русским в этой стране, и поэтому глава Русского дома, он подвергся даже атаке и сейчас лежит в больнице с серьезными травмами. В общем, как говорится, можно сказать, что данный пожар, мягко говоря, не случайный. И также, когда приехали пожарники местные и посмотрели на горящую миссию Евросоюза, то они особо не спешили тушить, потому что все-таки хотелось больше полюбоваться этими пережитками колониального прошлого, которые просто горят на твоих глазах. В общем, выводы делайте сами, а также не забывайте подписываться на мой телеграм-канал, потому что тут есть масса ограничений, а в телеграм-канале их нет. Поэтому все самое интересное у меня всегда в телеграм. Ссылка в описании, первым комментарием под видео. До скорого.